Правильное питание и употребление экологически чистых продуктов– залог нашего с вами здоровья. Но как сделать так, чтобы свежие овощи и зелень лежали на столе прямо посреди зимы? О домашнем огороде и понятии сити-фермер сегодня нам расскажет магистр физиологии растений Николай Горшков. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите же нам, пожалуйста, насколько это вообще реально высадить у себя, к примеру, на том же подоконнике целый огород? Отличный вопрос. И это, наверное, самый часто задаваемый вопрос, особенно про подоконники. Вот про подоконники, особенно про якутские, вот, да и вообще, честно говоря, подавляющее большинство российских, хотелось бы отметить следующее, что это очень малопригодное место для выращивания. И исторически там выращивают только потому, что там источник света находится, бесплатный. Вот, это раз. А второе, за окном получается холодно постоянно, как бы ночью очень холодно, то есть туда так как бы тепло тянет. Соответственно, днем оттуда идет повышенное тепло. Рядом под окном, как правило, находится батарея, которая дико сушит воздух, и с влажностью становятся большие проблемы. Поэтому подоконник сам по себе очень плохо пригоден для того, чтобы выращивать там что-то вот высокоэффективное, так скажем. Подоконник, там можно поставить туда растения из сухих субтропиков, подобрать какие-нибудь там, типа розмарина, например. Вот розмарин на подоконнике, думаю, нормально, как-то вырулит. А так вообще вырастить можно дома все, что угодно, то есть в том месте, где помещение адаптировано для проживания человека. В целом нужно добавить, не очень много знаний и денег для того, чтобы сделать это помещение, адаптировать его для выращивания растений. А какие условия должны быть у этого помещения? Да. Вот, собственно, самое важное, вообще, что такое вообще растение? Принципиально, что вообще вся жизнь у нас как бы на планете из-за растений, потому что растения умеют делать такую мистическую вещь, как они берут воду, углекислый газ, немножечко света и собирают из этого молекулу сахара. Этот сахар мы едим, расщепляем энергию, которую запасли растения, и вот осуществляем свою жизнедеятельность. Ключевое, нам нужна вода обязательно, углекислый газ и свет. Вот. И если у нас чего-то мало, воды, углекислого газа и света, соответственно, о каком-то там активном процессе, продуктивном, чтобы что-то росло активно, речи не ведется. Соответственно, с углекислым газом проблем никаких, мы его выделяем очень много. Если мы живем в этом помещении, с углекислотой, в принципе, уже неплохо там. Соответственно, с водой тоже, уж во всяком случае, в Якутии у нас можем продавать. Вот, и воды много. Вот, собственно, свет. Это самая важная часть. Вот, и как бы отчасти это часть моей диссертации, вот, которую я пишу в сельскохозяйственной академии в Тимирязевской. Вот, как раз по свету, взаимосвязи света и растений. Сейчас источников света стало довольно много. Чаще всего в Якутии можно у хозяюшек увидеть такие светодиодные лампы, ультрафиолетовые лампы, да, они называются? Они называются, наверное, биколорные. Они такие фиолетового цвета, красно-синие. Соответственно, если вы хотите что-то выращивать и не хотите погружаться в это, нужно брать белую лампу, вот, света помощнее, так сказать. Вот. Если вы берете белую, у вас точно будет хорошо, в том числе до подоконника. Вот. Потому что цветные лампы, они запускают различные процессы, потому что растения по цвету света, так сказать, определяют, например, время года, в том числе, кроме длины дня, еще определяют и в том числе прикидывают влажность воздуха, причем какая она будет. И, соответственно, если вы не хотите получить какие-то, там, в общем, удивительно кривые стволики или удивительно маленькие листики, то лучше использовать белый цвет, а не какую-то лампу с какими-то оттенками, там, в синюю область или в красную. Это, скорее всего, вызовет какие-то реакции. Со светом еще важна светоизоляция. Опять-таки, для того, чтобы, вот если растение цветущее, давайте разделим две важные части по выращиванию растений. Это растение, когда мы съедаем целиком, когда вот все, что с земли выросло, укроп, петрушка, руккола, Ну, о зелени, да, идет речь? Зелень, да. Если мы ее отрезаем, это вот одно дело выращивания. И если мы выращиваем плоды, огурцы, помидоры, клубнику, то есть у нас есть куст, который мы никак не едим, но отрываем вот только вот эти ягодки, огурчики, помидорчики. И это две большие разницы. Если вы хотите, чтобы у вас что-то плодоносило, огурцы, помидоры, вот. Это как бы уровень погруженности в этот процесс и, например, опыление. То есть как-то вспоминаем 6 класс, биология, пестик-тычинка. Да. Вот без этого будет сложно. В общем, вот этими вопросами насекомых там, как бы тоже дома заводить тяжело. Надо будет что-то опылять, либо покупать сорта, которые не опыляются. И самое грустное, что если вдруг вы где-то ошиблись, вот, и растение погибло, а такое поначалу случается у всех. Например, салат растет 30 дней. И вот если вы где-нибудь ошиблись, не дай бог, вы подождали, и через 30 дней у вас снова урожай. Вот. А, например, там, с огурцами, помидорами, клубникой, если вы поднимаете ее из семян, то вы можете 4 месяца прождать, пока он станет в стадию, когда он вообще способен плодоносить.
а потом выяснится, что вы там где-нибудь, не дай бог, ошиблись, вот, и снова ждать 4 месяца. Ну, то есть, и за это время платить за свет, проводить какие-то работы, в общем, это Ну, неприятно. трудоемко, да, и время затратно. Время затратно, да. Давайте немножко вернемся к помещениям. Итак, вы сказали, что для хороших, качественных условий, чтобы вырастить у себя растение, необходим углекислый газ, наличие воды и света. Свет нам нужен белый, желательно, не фиолетовый. Какие еще условия необходимы? Сейчас у нас как раз сезон, когда хозяюшки, в том числе в Якутии, вообще по всей России выращивают у себя рассаду. Вот какие еще секретики есть, чтобы вырастить хороший, качественный огород? Да. Так вот, для того, чтобы растение росло качественно, ну, вот само, еще такая важная вещь – это период. То есть вообще классические растения определяют, какое сейчас время года по длине светового дня. Механизм сильно хитрее, но это самый основной механизм – длина дня. Поэтому, если вы выращиваете какие-то цветущие растения, то хорошо бы делать светоизолированную комнатку какую-то. То есть там, когда темно, светло не должно быть. То есть, когда, в общем, мы там должны отмерять световой период растения. То есть, например, для того, чтобы подавляющее большинство растений весной растут, осенью плодоносят. У нас весной длинный день, ну, вот и короткая ночь. Вот. Соответственно, получается, на 18 часов мы обычно светим, и 6 часов у нас темноты. И вот в тот момент времени, когда темно, вот в том месте, где растение, не должно быть никакого света, никакого. То есть фонарь за окном, вот который стоит на улице и светит ночью, если он там метров, грубо говоря, ну, в 30 находится, то можете быть уверенными, что нормального вот светения у растения в принципе не будет. Оно будет путаться, глядя на этот фонарь. Поэтому, как правило, тех, кого интересует высокоэффективное выращивание, они делают какое-то светоизолированное место. То есть, ну, это не обязательно будет что-то там строить комнату. Вот, это либо вот тентики такие бывают, можно отгородить там без пенофола строить, там всяко разно, декоративно. Из гипсокартона масса вариантов. Именно слово светоизоляция. То есть это не должно быть прочным, это достаточно, чтобы вам не мешал свет у растений, когда вы спите, если вы находитесь рядом. Вот. А растения, ну, как бы не видели вашего света, если вы ведете жизнедеятельность рядом с вашей. То есть, проще говоря, нужно создать отдельный микромир. Да. И вот в нем вы можете стать Богом и вырастить там что угодно. И это все несложно и, ну, стоит каких-то денег, но не каких-то циклопических. Ну и, возможно, мы сами переплачиваем больше за овощи, покупая их в магазине, нежели выращивая самостоятельно. Ой, вот это вообще хороший вопрос. Смотрите, дело в том, что экономическая целесообразность здесь, скорее всего, не наступит. Здесь наступает другая важная составляющая. Мы то, что мы едим. То есть, ну, наше тело строится с того, что мы съели и выпили. Ну, так вот, это логично. И дальше врубается следующее, что сельское хозяйство сейчас, вот так, настоящее официальное сельское хозяйство, оно в массе своей принадлежит большому бизнесу. Это когда человек, который выращивает растения, вообще не собственник. И понятия не имеет, куда это пойдет. Он никогда не потребитель того, что вырастил. Нужно получить максимум прибыли. Инвестор требует денег в большом бизнесе. Вот. И поэтому человек, который вот выращивает, у него технологическая карта, он ничего не думает. Ему говорят, делай вот так. Кто составляет технологическую карту? Тот человек, который вот, ну, делает так, чтобы прибыль была максимальной. А дальше идет заградительная часть с тех, кто закупает. То есть там должны быть ГОСТы, которые говорят, мы вот такую еду покупать не будем. И, соответственно, получается так, что они делают предельно вещи, которые вот не превышают вот эти контролируемые пределы, но приближаются к ним максимально для того, чтобы увеличить прибыль. Вообще, принципиально система сельского хозяйства сейчас большая, она очень порочна, и с этим ничего поделать нельзя, дискуссий ведется мало по этому поводу, потому что альтернативу сейчас внятную не выстроить. Ну, единственный способ контролировать то, что мы выращиваем. Как происходят помидоры, ну, как выращивают томат. Его вырастили, сняли зеленый. Это называется техническая спелость. Он не вступает в ботаническую. И в гастрономическую спелость он тоже не вступает. Они везут, они твердые, как мячики пластиковые, чтобы не побились. Когда везут его в герметичном конге. Когда они его подъезжают, ну, где-то там поближе, они включают газ-этилен. Вот. Это никак не вредный газ, он хороший, полезный, но принципиально это как бы дико отличается от созревания на ветке. Отрывать и тут же есть, это принципиально важная часть. Во-первых, природой было так и задумано вообще-то. Вот. Очень подробно рассказываете, очень интересно. Но, Николай, расскажите, пожалуйста, вкратце, что же это за понятие сити-фермер? И кто же такой этот сити-фермер? Сити-фермер – это тот, кто выращивает в городской черте еду. Вода и свет. Если есть вода и свет и помещение отапливаемое, мы можем вырастить что угодно. Вы сам родом из Алданы, и как никто другой знаете о суровом и таком уникальном климате нашей Якутии. Так вот, может, есть какой-то уникальный метод для такого уникального климата, чтобы выращивать растения?
Якутия – это одно из лучших мест, потому что везти далеко, и вот затраты на свет, мы будем платить за свет вынуждены из-за отопления, но они, тем не менее, все равно как бы, в стоимости товара, они хорошо идут. Мы считали, на семью из 4 человек, если брать огурцы, помидоры и зелень, надо примерно где-то около 12 квадратных метров. В одном квадратном метре, вот, собственно, вот у нас здесь, вот отсюда до сюда слой растения. Дальше не нужно, соответственно, мы можем вот точно такой же слой растений поднять выше. То есть здесь вот до потолка можно сделать как минимум 4 таких площади. Свет как А, будет собственно, попадать? вот Допустим, на первый ярус как будет свет попадать? Вот они плоские светильники, потом опять ярус, над ними такой же плоский ярус светильников. И так над каждым. В общем, нужно использовать квадратный метр, выжимать из него каждый сантиметр. Да, ну если вы за него платите, отапливаете, конечно. Сейчас очень многие говорят о том, что почва – это уже прошлый век, и что нужно переходить на воду. Насколько это реально выращивать растения в воде или в химическом растворе? Вообще усваивают растения питательные вещества через воду. То есть в почве вода растворяется, попадает на корень, и в корень впитывается уже раствор. Она туда берет, прямо скажем, не все, а нужные вещи. И вот если мы нужные вещи растворим сами, то в принципе можно обойтись и без почвы. Хорошая почва, качественная, это супермаркет для растений. Они берут там что хотят. Мы можем дать им каждому, но очень сложно узнать, что каждому надо. Это довольно дорого. Поэтому вот почва – это не прошлый век. Если выращивать в воде, то нужно четко знать, сколько чего добавлять. Да, это не очень просто. И вот минимальные растворы, типа вот раствор чеснокового, кто хочет в интернете бесплатно, можно погуглить легко. Он точно получит на нем результат, но он на вкус может будет не таким. Я помню, что первая моя гидропонная система была, как и у всех. Я лук поставил в водичку, вырос. Вот я помню тоже, конечно, меня это вот заворожило, потому что я инженер, у меня папа инженер. И, в общем, я в целом с детства ходил на технический кружок. И вообще растения я воспринимаю как робота. Это удивительное дело. То есть вот представьте себе робота, который... Ничего ему делать не надо, ему объяснять. Его надо только водой немножечко полить и солнышко дать, а все остальное он делает сам. Вот растение – это примерно вот такая штука. Надо будет ему только не мешать, и вот они сами со всеми вот этими делами разберутся. Доступность веществ внутри листа сильно выше, чем в фармакологии. Самый доступный магний в листе. И вот любая таблетка хуже, чем любой зеленый лист. И хотя, как говорят, вот якут трава не ест, но, в общем, в целом выращивать растения всем нравится. Если у нас в Якутии все начнут, грубо говоря, есть вот салатные листья с микрозеленью, я уж там не иду про огурцы с помидоры, клубника, это дорого и сложно. Вот. Я думаю, у нас продолжительность жизни лет на 10 поднимется просто внутри республики, ну и в стране, в России в целом, во всех местах с длинной зимой, где зелень почти не едят. Ну что ж, переходим на зелень, будем есть свежие овощи и будем здоровы. Спасибо вам большое, Николай, за интервью. Спасибо большое, что приехали. Да, в общем, всем растить зелень. Выращивайте. Уруэхал.